патриоты, Кан Валерьевич, не меньше вас, но я реально... Я вижу, что вы не патриоты, может быть... Давайте так, Кан Валерьевич, нет, мы такое не могли априори упустить, поэтому я отвечу на ваш вопрос. Так не бывает. Начну сначала. Что касается вопросов залога. Кан Валерьевич, это не новшество в данном случае в этом межправсоглашении. Это норма, определенная гражданским правом Республики Абхазия. Вы можете ознакомиться с ними, если упустили это из виду. Это первый вопрос. Я вас не Что касается второго. Кан Валерьевич. Ну, знаете, я человек, прошедший войну. Подойдите ближе. Очень приятно, наши тоже старшие. Так, давайте без эмоций. Кан Валерьевич. Все, спокойно. Если тишину создадим, можно... Я же не слышу, это что? Кан Валерьевич. Объясни меня. Анкл, Алиса, все. Кан Валерьевич, я постараюсь погромче. Вы считаете, что специально говорю? Кан Валерьевич, я постараюсь погромче. Дайте мне сказать. Кан В Валерьевич. конце до конца давайте на голосование. Не, он важные вопросы задал, и я считаю, нужно на это ответить. Кан Валерьевич, пожалуйста, дайте мне ответить. Кан Валерьевич, вопрос залога – это не новшество в этом межправсоглашении. Вопросы залога у нас отрегулированы гражданским правом. Поэтому в данном случае мы ничего нового в межправсоглашение того, чего законодательством республики не предусмотрено, не включили. Это первое. При этом все это соответствует нормам Конституции в отношении вопросов земли. Теперь второй вопрос относительно внесения изменений в межправсоглашение. Но нормы законодательства, регулирующие международные отношения, в данном случае международные договоры, требуют обязательной ратификации любых протоколов, которые будут вносить в такое межправительственное соглашение изменения. И в данном случае такая же процедура будет предусматриваться и здесь. А теперь, что касается возможности привлечения денег. В данном случае мы не можем ограничивать инвестора только тем, что он условно исключает возможность привлечения кредитных денег. Но при этом мы себя обезопасили следующим образом. Во-первых, этот формат предусмотрен самим межправсоглашением, а также у нас есть норма в проекте соглашения ГЧП, которую мы сейчас отрабатываем, о том, что в случае, если инвесторам будут привлекаться заемные средства, то соглашение о привлечении таких заемных средств будет согласовываться с абхазской стороной в обязательном порядке. Поэтому в данном случае мы ограничим. Он обязан с нами согласовать соглашение предварительно. И третье, мы в порядок отбора или порядок определения российского юрлица уже включаем гарантию, а значит подтверждение соответствующей финансовой либо кредитной организации, которая готова будет софинансировать данный проект. Поэтому я исключаю тот вопрос, о котором вы говорили, о том, что там кто-то из Made in Georgia может появиться. Спасибо.